Родилась в Нижней Куранахе. Ну как, вот так и жила я по этим, как сказать. Я в Ватикане была, потом в Огоньке была, в Солнечном, сейчас Солнечный называется. И вот там вот так вот и жили. Мне было 5 лет. Мама до войны она умерла. Ну, я тогда маленькая была, что я там отрегаю? Я-то маленькая была. А тут эти все грибы собирали, а я только помогала, там, ходила, да и все. Ну, жестоко, конечно, что же ты там говорить, столько слез было, столько неприятно все это. Не то, что неприятно, даже жалко все это, все в слезах. Работала в огороде, коров доила. Раньше даже книги не было. Чтобы читать, учиться, книгу на нас 5 человек давали. Вот через 5 километров ходили, за одной книгой это учились. Тяжело, конечно. И война была вообще, ну как сказать, все время в нужде, в нищете. Потом вот, видно, те даже не было обуви, ходить не в чем было. Босиком ходили по стеклам, ноги резала. Все больные люди, видите, как война чего доводит, люди страдают. Как. Молодая, где 19 лет мне было, вышла в замуж, дети пошли. И детям счастья не дала, не поняла, и хорошо, и сейчас внучата есть, правнучки. День Победы я была в 1 классе сидела, я поздно пошла в школу 9 лет. И я заплакала, потому что все радовались, что война кончилась. Я заплакала, что у меня ни мамы, ни папы нет, все ушли из жизни. Что вы можете пожелать нынешней молодежи? Радости, счастья, чтобы все удачно было, чтобы все хорошо было, чтобы никаких драк не было, ни шумов, ничего, чтобы все. И друг другу доверие, чтобы было.